Сегодня якутские алмазы известны во всем мире. Ювелирное искусство народа Саха продолжает древние традиции и при этом уверенно шагает в будущее. О якутских бриллиантах слагают легенды. Они признаны символом мастерства, красоты и силы севера. Вот в Казахстане, например, я стоял, и одна бабушка с 3 дочерями поднималась по лестнице и говорит: куда пойдем? А те говорят: конечно, якутам. Вот, то есть они уже знают, что у якутов хорошие изделия, качественные, красивые, оригинальные, и поэтому они сразу пошли к нам. На выставке более 10 ювелирных домов. Здесь представлены коллекции ручной работы, выполненные из золота, серебра и местных драгоценных камней. В экспозиции можно увидеть как работы известных мастеров, так и дебютные изделия молодых авторов. То, что вот такое большое количество молодых ювелиров, это говорит о том, что ювелирное искусство в нашей республике развивается. То есть это получается, что мы, сохраняя традиции нашей народа Саха, которые издревле занимались ювелирным искусством, продолжается по сей день и продолжится далеко в будущем. Каждое изделие имеет свою историю. Например, молодой мастер Даяна Тараярова в своей работе вдохновилась легендой племени Джерикиней, которые имели обычай татуировать лица. Татуировки наносились как украшение и в качестве оберега от злых духов. В ее изделиях древние мотивы обретают современное звучание и форму. У якутов, оказывается, были татуировки, они делали на лицах. Вот услышала и подумала, что это очень даже хорошая идея, чтобы сделать вот такие вот работы. Соединить вот ювелирное дело свое любимое и татуировки тоже. У якутских мастеров есть прям свой почерк какой-то индивидуальный, который вообще прям можно заметить среди других работ тоже. Выставка собрала более 100 уникальных работ мастеров Якутии. Организаторы отмечают, проект помогает развивать внутренний рынок и продвигать северное ювелирное искусство за пределами республики. Посетить экспозицию можно до 31 октября. Камила Михайлова, Семен Семенов, Якутск.